Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Льва Львовича Габышева, драматурга, прозаика, переводчика, первого якутского киносценариста. К этой юбилейной дате хочу рассказать немного о его фонде, который хранится в нашем музее. В 2017 году дочь Льва Львовича Габышева Вера Львовна передала в дар очень большую коллекцию рукописей и документов, благодаря которой наш фонд пополнился особо ценными и уникальными музейными предметами. Всего в литературном музее имени Платона Алексеевича Аюнского хранится в личном фонде Льва Львовича Габышева 283 музейных предмета. Фонд представляет собой коллекцию рукописей его произведений, переводов, киносценариев, изданных книг, личных фотографий, машинописных документов. Из всей коллекции сегодня хочу остановиться и подробнее рассказать о нескольких интересных рукописях и работах писателя. В 1972 году с успехом прошел по экранам Советского Союза, а также за рубежом художественный фильм «Тайна предков» по мотивам повести якутского писателя Николая Гавриловича Золотарева «Кемистягурия. Золотой ручей». Киносценарий к этому фильму был написан Львом Львовичем еще в 1966 году. В нашем фонде есть 4 варианта киносценариев с рабочими названиями «Тайна племени», «Тайна предков», «Через пропасть», «Через бездну». Почему 4 варианта? Фильм был снят в киностудии «Таджикфильм», и по условиям договора ему пришлось согласиться на соавторстве таджикского кинодраматурга Мухаддина Ходжаева. В ходе работы над фильмом в сценарии многое было изменено, внесены новые эпизоды, герои. Льву Львовичу пришлось немало потрудиться, чтобы в ходе изменений не было растеряна самобытность характеров якутского и эвенкийского народов. Сценарий к фильму «Тайна предков» является его первой пробой как киносценаристу. Также в нашем фонде хранится одна из последних работ писателя, киносценарий «Властелин духа», написанный в 1992 году по мотивам народной легенды, записанной и обработанной Платоном Алексеевичем Аюнским «Улугу-Данса». Вырезка из киносценария была напечатана в газете «Советы Якутии» в 1993 году и в альманахе «Полярная звезда» в 1998 году и получил в печати высокую оценку. Лев Львович был талантливым переводчиком. Особое место в его переводах занимал якутский фольклор. В нашем фонде также хранится машинописная рукопись подстрочного перевода Олонхо, воссозданной народным писателем Владимиром Михайловичем Новиковым Күннүк Урастыровым Таянджагарма. Машинописная рукопись подстрочного перевода состоит из 542 страниц. Это огромный и сложный труд, ведь все мы знаем, как богат наш якутский эпос на эпитеты и сравнения, что иногда бывает недопустим дословный перевод. Лев Львович скрупулезно работал над переводом данного лонхо, максимально сохранив национальные особенности языка. Книга была издана в 1983 году. Художественный перевод Олонхо осуществил Александр Александрович Романов. Далее представляю рукопись драмы «Дети Абаги» на русском языке, который был опубликован в альманахе «Полярная звезда» в 1984 году. «Дети Абаги» — это перевод драмы Абага Сулустара, написанный писателем еще в 1963 году. Данная машинописная рукопись с множественными поправками автора от руки в нескольких вариантах. Тем и ценна данная рукопись, что здесь видно, как создаются произведения, как ответственно работал над ними автор. Известно, что созданию этой драмы предшествовала кропотливая работа автора над восстановлением событий по историческим документам в архивах и свидетельствам очевидцев. Ведь действия драмы действительно происходили в 1927 году в Якутии в село Абага.
Кроме представленных сегодня музейных предметов, в фонде хранятся еще множество рукописей, переводов известных нам произведений. Это отрывки из повести «Друзья», «Бабуси», «Былое» Николая Егоровича Мординова, Аммат-Чигыя, «Рыбак» Платон Николая Денисовича Неустроева, «Дед Уйбачан» Сафрона Петровича Данилова, рассказ «Ошметки» Афанасия Федорова, якутские сказки Дмитрия Кононовича Сивцева, Сорен Амаллона и другие. Спасибо за внимание.